С сегодняшнего дня вы должны уже распределить и увеличить охват территорий. А здесь, наверное, нужно и провести своевременный покос травы, обработку всех этих кустарников, где есть благоприятная почва для размножения, для гнуса. Работы ведутся сутками, получается, и днем, и ночью. Задействованы все виды возможные транспорта, людские ресурсы. Никто не говорит, что не делается. Работа осуществляется, но не виден результат. Мы его не можем ощутить. А в этом году получилось, что значит, и комар, и мошка, они получили достаточно большую площадь для развития. Несколько дней достаточно теплых, если не сказать горячих, значит, привели к тому, что массово весь выплод пошел сразу. Это вот те участки, которые оказались слепыми для обработки. Работу нужно проводить, и ее сейчас нужно проводить в масштабном объеме. И тот препарат, который применяется на сегодняшний день, он показал эффективность. Сама лично вчера выходила на обработку Сольского микрорайона, присутствовала после протравки, то есть мы сняли кофту, то есть нас никто не кусал. Запас препарата уже с учетом необходимости на второй-третьей генерации у вас должен быть в необходимом резервном количестве. На территории города Павлодара в сельской зоне есть падеж молодняка. Значит, при вскрытии выявлено, что дыхательные пути птиц поражены, значит, мошкой. Ветинспекции необходимо будет совместно с акимами сел, акимами районов и городов каждый случай разобраться и предложить меры по решению данной проблемы. Сделать такой ретроспективный анализ за ряд лет, за последние 20 лет, по годам все это выстроить и предложить. Найти вот эту причину, найти связь, цикличность и выработать какую-то нашу программу, отдельную от того, что здесь без науки невозможно будет чиновникам, я не знаю, там и подрядчикам, даже группе научного сопровождения, которая здесь локально занимается по потравке гнуса. Нам нужно это сделать без ущерба там экосистеме. Принять эти все меры и стабилизировать ситуацию.